как-то вот так получается. Караван будет серьезный. Ну, друзья, заходим в тайгу потихонечку. Красота, конечно. Сегодня немного опоздали. Ждали гостя с Сыктывкара. Ну и, соответственно, уже светло. Ну, едем первые пока. Дорога еще никто не заезжал. Как-то вот так. Ну, красиво, ребят, красота. Обменничек сделаем. Короче, братан, смотри, пылящий в вакууме. Вот такая вещь. Штучки 3 я сюда сразу кидану. И мотыль получается. Мотыль? Да. Да. Вельчик. Такой средненький. Ну это крупновато будет. Для живца. Возьмем его на жареху или на уху. Сегодня у нас отдых. Напоминаю, ребят, день рождения у Жени. Женя попал в такую, блядь, неудобную ситуацию, то что поехал на избу и порвал цепь. Ух ты, какая плотва, блядь. Отлично просто. Большая. Принимающая сторона тостует. Все, давай, с прошедшим днем рождения. Да. Да, С прошедшим днем рождения. Они сегодня не залезет, а потом после праздника. Сегодня ситуация. ну все, что, добрались, нормально. Главное Уходит болезнь. Вот такие здесь проказницы. Вон здесь на берегу прям. Так, ну что, все, будем собираться на избу. Сегодняшний улов. Вышел даже окунь, ребят. Ну, вот такие более-менее были лапти. А вот таких, ну я мамки беру, мамка у меня любит соленых. Ну, как бы не крупные, но нормальные. Ну что там, братюня, где там есть? Проехал как бы, все, Че проехал? осталось для тебя. Пер- Я проехал уже минут так. Ага, ну ты Межадр еще не проехал, да? А? Межадр не проехал еще. Знаю, блядь, у меня пара хуёвая. Еду в темноте, не знаю. Ага, ну все понял. Ну немножко осталось, минут 15 ты у меня, наверное, будешь. Я что, буду заезжать тогда? Ну, давай, хорошо. Давай. Здорово, бать. Привет, друзья. Привет, родные. Ну что, друзья, сегодня рыбалка, сегодня прикольное путешествие. Едут у меня гости. Даймир со столицы Республики Коми, а именно город Сыктывкар. Даймиром созвонились. Ну, в принципе, давно собирались. И вот наступил тот момент, когда он ко мне вырвался. Едет буквально 100 километров ему надо проехать до меня. Грузим мой шмурдяк. Вот, получается, сколько получилось. Едем на ночь, на 2 дня. Решили ехать на лесную речку, на избу. Пока в это время более-менее там поклевывает. Какое-то разнообразие себе устроим. Едем до Жени, до поселка. У Жени на днях было день рождения. Короче, будем отмечать день рождения, рыбачить. Ну, я думаю, будет здорово, ребят. Так что жду Дамира. Грузимся, едем в поселок до Жени.
Все упаковываем на мотособаку и будем продвигаться непосредственно в лес, в тайгу, на лесную речку. Так что, ребята, оставайтесь с нами, будет здорово. Понеслась. Погода сегодня, ребят, шикарная. 7-9 градусов. С утра днем будет потепление небольшое. Но для февраля, сегодня какое у нас 16 февраля, в принципе нормальная погода. Идет снег такой небольшой. Ну, нет никаких вьюг, которые бывают, февральские вьюги, когда метет жестко. Ну, снега, ребята, за неделю выпала просто норма бешеная. Не знаю, как поведет мотособака, караван будет большой, с 3 человек, плюс палатки, ну, рыболовные снасти, какие-то пилы, там, ну, шмурдяка, ребят, достаточно у каждого. Если у меня вот столько, то у пацанов еще палатки, баллоны газовые, там, не знаю, у Даймира теплообменник, так что караван у нас будет из 5 саней, 4 это точно. Ну, не знаю, приедем на поселок, Даймир уже на подходе, сейчас звонил, сказал, что заехал в Визингу, и будем добираться до Жени, там будем паковаться, будем смотреть, что да как. Я думаю, как-то, ну, как-то, думаю, в тесноте, но не в обиде, как-нибудь доедем. Так что все, ребятушки, смотрим, ожидаем. А вот этот высокий дядька, которого я ожидал, подъехал. Ну, как-то вот так получается. Караван будет серьезный. Она плоская. У меня эти есть. Такие резиновые. У меня одна вот. Ну, ребят, покидаем поселок и едем. Караван 11 метров посчитал. Штурмовать гору, не знаю, как пойдет. Сейчас заходим в тайгу потихонечку. Красота, конечно. Сегодня немного опоздали. Ждали гостя с Бухара. Ну и, соответственно, уже светло. Ну, едем первые пока. Дорога еще никто не заезжал. Как-то вот так. Ну, красиво, ребят, красота. Тайга поменялась поймой. Шли по бору, сейчас зашли на пойму. Ну, пойма это такая низина, болотистая местность. Вот пробираемся по ней, получается. На место.
догнал нас еще один человечек. Ну вот, сегодня будем здесь располагаться, рыбачить. Сейчас разгружаемся, жесткие разгрузки у нас там. 11 метров караван, палатки, теплообменники, баллоны газовые. Ну, короче, много вещей. Все потихоньку выносим на лед. И Дамир сядет в палатку, а мы с Женькой пока побегаем, надо живца поймать. Все-таки с ночевой. Будем ставить жерлицы. Хотя никак не можем разловить нормальную трофейную рыбу. Ну, рыбалка должна быть эффективно и разнопланово, так что будем жерлицы, всяко разно, балансиры, все будем пробовать, будем рыбачить. Так, ну что, друзья, все, разгружаемся, вещей много, все потихоньку на лед, рюкзаки, снасти, буры, лопаты, бензин, это вода, но это на баню. Женя сейчас отцепится, пробьет дорогу на избу. Снегом засыпано, потому что втроем мы не пройдем никак. Вот. Мужичок приехал на такой технике. Ну все, ребят, начинаем потихоньку. Ну что, вроде как расположили. Дамир сразу поставил дом. Он будет рыбачить специальными там своими снастями, называются вертолеты. Женя поехал топчить дорогу, топтать на избу, ну пропал куда-то. Ну как-то так, мужичок попросили, сейчас ездить, посмотрим, может застрял реально. Сейчас же Дамир будет кормиться, дам прикормочку ему, кое-что там взял, сейчас покажу. Надо живца поймать Женьке нам, на яме будем ставить жерлицы на ночь. Я пока побегаю по лункам, по берегу, посмотрю. Дамир сядет сразу конкретно. Вот новая палаточка его на. Ну тут у тебя, братан, все шикарно, я тебе скажу. Тут у тебя вообще... Сейчас все наладим, прикормочку сделаем. Да. И пойдем рыбачить. Жестко. Так. А пока прикормка работать начнет, мы теплообменничек сделаем. Короче, братан, смотри, пылящий в вакууме. Вот такая вещь. Штучки 3 я сюда сразу кидану. И мотыль получается. Мотыль? Да. Бля, теплый. Ты его грел, да? Ну как, он тут лежал в кане, кан-то как бы все равно, он держит температуру. Ну, вот, понял. его надо разместить. 900 грамм, что, нормальная тема, битый. Все. И сейчас я у Женьки возьму. У меня сыпуха есть. Сыпуха есть, да, у тебя? Старая, да, открытая. Ага. Сыпуху не надо. Ну все. Я 3 этих сюда закину и кусочек вот Ага. этого. Мне кажется, вполне. Ну, короче, вон тут есть еще в кармаке. А тут я не знаю, что тут. Прекрасный наполнитель также. Ну, понятно, короче. Ну, он, короче, потихоньку понял, да, смотри, он начинает, блин. Ну, то, что надо. Ага. Слышишь, так у тебя тут утеплее уже стало. Ну да. Просто уже то, что палатка стоит. Пухнуть еще пару раз. Да, вообще нормально. Так, у нас небольшие неприятности. Женька, пока ездил, пробивал дорогу. Порвалась цепочка. Сейчас приехали, привезли мужики. Взял запчасти и пойдет делать. Ну а мы пока пробуем разловиться. Сейчас что-нибудь поищем. Ну, тут течение такое серьезное. Вот первый ельчик. Такой средненький. Ну это крупноват будет для живца. Возьмем его на жареху или на уху. Сегодня у нас отдых. Напоминаю, ребят, день рождения у Жени. Правда, Женя попал в такую, блядь, неудобную ситуацию, то что поехал на избу и порвал цепь. Сейчас мы сидим рыбачим, а он, бедолага, там чинится. Ну, надо живца искать, так что этот... Так, пошла возня. На желтую мормышку берет. И на игру. Ух ты, какая плотва, блин. Плотвища просто хорошая.
Так, поставим свеженького, я думаю. Свеженького будет поинтересней. Рыбачу двумя мормышками, ребят, средними. Потому что течение и глубину найти бывает тяжело. А большую мормышку ставить, ну, нет смысла, у нас рыбы такой нету. Так, червячочек. Вот такого красавчика поставлю. Посмотрим. Ну, еще подъехали. Сегодня будет весело тут, походу. Да, народу тьма. Вроде Женька сделался, едет. Слава богу. Так. Сейчас попробуем вот этой штучки закинуть. Пахнет, конечно. Фантики, блин, начинаются. На прикормочку подошел кто-то. Это хорошо. Значит, работает заводская. Сейчас посмотрим, еще проводочку сделаем. Средний елец берет. И на живца не поставить. И среднячок такой. Котлетный вариант. Народу море. Короче, не люблю такую рыбалку, но что сделаешь. Еще проводочку сделаем. Заметил, что вот сверху хорошо берет вот так. Проводочку делаешь вот так сверху. До дна доходишь и поклевка. Сейчас посмотрим. Вон, видели, ребят? Прикормочка работает, я вам скажу. И неплохо. Не знаю, может червяк работает лучше. Решил поставить вторую удочку. Как-то
так закормился неплохо. Сейчас попробуем разловить. Кстати, попался такой неплохой конь. О. Более легкая снасть, баллайчика. Маленькая мормышка. О, живец. Живчик. Правда, крупноват. Но поставим. Сейчас разловим что-нибудь. Сейчас сразу поставим жалечки. Немного поймал. Так, это крупный тройник. Вот этот тройник нормальный. А? Да. Трех? Ставь. Так, шалишки поставил. Где тут у нас живчик? Что? И 3. Мелкая щука есть, так что для разнообразия пускай будет. И вот сразу же сработочка, ребят. Все, вот в таком режиме здесь и клюет. Подождем.
ушла. Ушла. Жесть нормальный. Нормально вроде. Вот удары у него были. Пойдем к Дамиру в гости. Сядем. Чай попьем. Столица. Столица мира. Пустишь в гости? Заходи, да? Заходи. Будь гостем. Но не забывай, что ты в гостях. Люкса возьмем сейчас. Колбаски, да, братан? Нож? Есть, присутствует. Так, доску надо, блин. Ну что тебе, братан, как отдыхается? Очень клево. Нормально, да? Что такое? Кто там? Синички. Дело к весне идет уже, что? Ты, братан, как будешь? Да, рюмочку. Писятюлю. Так. Специально приобрел, слышишь, Открывай пока. для наших этих, слышишь, походов. Ты будешь номер один, самый крутой, или ты мужик настоящий? Номер один. Номер один? Ну давай. Тогда держи, да? Ну, Женька тогда будет самый крутой, а я буду мужиком. Тройняшечка, да? Да. С таких-то и прибалдеть можно, если, бля, пить. Так и есть, на то, наверное, сделано, блин. А, кстати, чем маленькая тара, ну, будешь пить, ты быстрее пьянеешь, да? Я тебе об этом и говорю. Да, можно с пробки пить и, блин, узюкаться. Евгеньевич. И води тоже хлеб. Хлеба. Конечно. Хлебушек. Остальное доломаем потом. Не буду крошить. Блин, ну тут у тебя Ташкент, братан. Вот ништяк. Плиточка, да? Баллончик. Да, Аккумулятор, блин. не забыли бы этот какие. О, вообще ништяк. Ну сегодня тепло, в принципе, скажем. Евгеньевич, что он там, где? Евгеньевич рыбу ловит. Хлеб пошел, да? Угу. Каждому по пайке. Кусочек небольшой. Жопа. Евгеньевич, стая решила, что ты самый крутой, короче. Давай, принимающая сторона тостует. Все, давай, с прошедшим днем рождения. Да, Да, с кстати. прошедшим днем рождения. Я думал, мне сегодня не залезет, а потом после праздников. Сегодня с утра вроде как желание есть. Ну все, что, добрались, нормально. Уходит, Главное уходит это. болезнь. Мензурки. Как ее татары пьют, да?
Ну что, попробуем. Сработка здесь была. Новые ратлины, которые я уже развоил. Слабину дал, слабину. Есть. О, хороший. Хороший. Елечек. Ну как-то вот так, ребятки. Разлавливаемся пока. Народу много, сильно не поснимать. Местные боятся камеры. Все против. Ну, потихоньку рыбачим. Была сработочка на жерлицу. Видели, да? Разматывала. Походу опять мелкая щука. Пробовал постучать ратлинами, но не хотит. Живец. Живец. Что, ребят, отдыхаем. Немного поклевывает. Ну, как-то так, что. Много народу сидит местных с деревни. Ну, деды, они сами, знаете, закаленные, они эти не понимают, что такое камера, что такое вообще хобби там. Короче, ну, стараются сильно не снимать, потому что шугаются, ругаются. Как-то так. Вот всякая различная техника. Самопальная. Вот такая техника. Такая. Ну и Женькин баркасик. Одни уехали. Короче, ребят, пока обалдеем. Надо живца наловить на вечер. В общем, рыбачим. Давай, давай. Давай, давай. Есть. Ух ты, бля. Какой. Еще эту леску зацепил. Офигеть. Как ты тут зацепился там? Здоровый, блин. Конь. О, Женьки опять сработка. Прямо на глазах. Сейчас пойдет смотреть. Что, Женька, взял, да? Ну ты браконьер, блин. Вот как так-то, я не понимаю, блин. Ну это уже такая симпатичная жареная. Молодец. Вон такие здесь проказницы. Вон здесь на берегу прям. Выпили немножко. Закусили. Набрал сала своего домашнего. Блин, залежала уже. Морозилка пахнет. Ну это уже не дело. Оставим синичкам. Пускай кушают тоже. О, тут шмат-то им хватит. Дай бог. Вот так. С мясом.
Все как полагается. Женька поймал 2 щучки. Последняя грамм 400. Ну, такая для этих мест нормальная. Ну и нас потихоньку покидают. Остаемся одни. Сейчас Женька будем ловить живца. Добьем уже эту яму. На ту Женька не пробился. Порвала цепь. Там бурелом жесткий. Снега вот так не будем. Здесь тогда и расставимся. Если поймаем, конечно, живца. Ну, уже поставили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну и вот в этом районе он 2 штук-то и поймал. Вечереет, ребятушки. Тихо, тихо, мирно. Рыбаки уехали. Мы остались почти одни. Еще один мужичок остался. Пытаемся что-то разловить вечером. Так, нет, поклевывает, но особого клева нету. Сейчас пытаемся доловить живца еще. Доставить жерлицы, которые остались. Ну, может, здесь еще расставимся. Ну, вариантов нету. На ту яму не пробились. Здесь и будем расставляться. Пускай ночь стоят, завтра стоят. Не знаю, посмотрим. Так, ну что, будем собираться потихоньку. Засыпаю жерлицы. Проверяю живцов. Все четко. Все засыпаем. На ночь. Может, ночью приедем еще проверить. А так будем собираться, родные. Посидели, пообщались, рыбки половили. Народу было много, конечно. Сильно не поснимал, потому что местные, говорю, лютуют. Хотят бурами забить. Но клев сегодня был такой, уже более-менее. Мне даже понравилось. Вот у нас полоса. Здесь такая куря выходит. Мы с Женькой здесь полосу закрыли. Вот так. И вот там получается мыс такой. Правда, у меня одна была сработка. Сами видели. А у Женьки 4 сработки и 2 он поймал. Ну, для этой речки жаренки это нормально. Так, ну что, все, будем собираться на избу. Сегодняшний улов. Вышел даже окунь, ребят. Ну, такие более-менее были лапти. А вот таких, ну, я мамки беру. Мамка у меня любит соленых. Ну, как бы не крупные, но нормальные. Одна единственная плотва попалась здесь. 97% превосходства вот елец. Ну, есть хорошие, конечно, экземпляры. Нормально. Паукана есть. Можно будет пожарить на зимовье. Ребятки тоже. Чуть не оставил. Ребятки разловились тоже. Все, что надо, собираем. Что не надо, оставляем. Ну, пойдет. Так, ну что, родные, мы сейчас, Женя, едем на избу топить, готовим дрова, вода, ну, как обычно. Дамира оставляем здесь пока. Он говорит, я не буду мешать, заодно я отловлюсь, может, по сумеркам что и выйдет. А через пару часиков вернемся за ним и сразу проверим эту ситуацию, клюет ли рыба в сумерках. Ну вот, Женька палатку оставил. Здесь мой стульчик, я без палатки рыбачу, все знаете. Жерлицы заряжены, около 10 штук. Дамир с газом, с теплообменником, со светом, аккумулятор. Ну, он, в принципе, не пропадет. Ему фидерное кресло, он может там вообще и ночевать. Погода такая нормальная, теплая.
Все, едем на избу, ребят. Изба знакомая, кто смотрит мой канал. Дрова вроде как Женя говорит есть. Кстати, Женька поменял цепочку. Замок щелкнул. Ну все вроде. Уезжаем. Походу не было, да, после нас никого. Так и никто не ходил, блин. Сейчас быстро почистим. Все. Чтобы тут можно было в шлепках. Вон наша дрова, да. Вон наши дровишки, которые в прошлый раз пилили. О, нам хватит. Сегодня вроде не холодно. Ночь не морозная. Бензин, вода. Дрова достану сразу. Наколем сырых на ночь. Ох ты, сучок попался. Зараза такой. Сучок, сучок. Ты сучок. Так, смолячок где у нас есть? Смолячка достать. Так, это сосна у нас. Вот у нас есть сухостой. Вот так. Вот так. Вот так. Все, сейчас разожгем. У меня еще мусор здесь со льда собрал. Фантики всякие разные, которые на льду валялись, собрал. Вот они. Сейчас стопим избу, согреем. Вот такая сюда, ребят, проходная изба. Вот такая. Все, печка запалилась, все хорошо. Снега так поднавалило. Новая изба, недоделанная. В принципе, мы с Женькой ночевали в минус 20. Вообще было нормально, уютно, пропенено. Есть посуда какая-то такая, какие-то пилы, ну какой-то инструмент, естественно. Такой нестандартный пол, нары большие, шестером можно отдыхать. Небольшой стол, вот сегодня будем здесь балдеть. Готовить ужин праздничный, так как день рождения, ребят, не забывайте у человека. Все, печка разожглась, все. Нормально. Женя, я скажу, они тоже такие нормально, суховатенькие. О, ладно, у нас городские люди, слышишь? Они у нас заморозчики. Так это вообще вон огонь дрова, блин, Жень. Конечно. Ну они сухие, блин, мощные, нормальные. Все, печка разгорелась. Закрываем. Тут дверка такая есть. Так, крышечка. Это крышка от чего? Чайника, наверное. Так, ну что, дела сделали, в принципе. Все нормально. Печку растопили, убрались. Даймир там посидел, порыбалил еще. Ну, с города парень, что, пускай отдохнет.
Да, тем более, говорит, я буду мешать только вам, ребятки. Все, ребят, ну что, идем. Сейчас Женька завелся. Поедем за Дамиром. Красота в лесу, спокойненько. Поедем посмотрим, может, что вечером у него вышло, кстати. Ладно, Женьку жду, выезжаем.